каждого народа формируется в определенных условиях, придающих ей собственные особые черты, будь то природные, климатические или какие-либо другие. Культура и традиции чеченского народа формировались в суровых условиях гор, когда, будучи окруженными многочисленными врагами, им постоянно приходилось отстаивать свое право на жизнь и свободу. Наличие дисциплинированных мужчин в горных общинах занимало первостепенную важность. После достижения 15 лет юноша уже был способен отвечать за свои действия, за свои слова, за действия своей семьи, своего рода. Он знал, что такое собор, достоинство и честь. Он был полноправным членом общества. С детства воспитание мальчиков направлялось на закрепление в их сознании таких качеств, как сдержанность, доблесть и преданность своей общине. Но самой важной вехой, оказавшегося на пороге взросления юноши, является переходный обряд. Обряд посвящения в нашем народе юноши проходили при достижении 15-летнего возраста. После прохождения череды испытания именитые воины только тогда удавали пояс совершеннолетия юноши. Обязательным необходимым атрибутом каждого совершеннолетнего чеченца-воина был мужской пояс. Кроме того, что пояс служил своего рода свидетельством зрелости, очевидно было его практическое значение. К поясу подвешивали различные предметы, необходимые мужчине на охоте или в походе. И, конечно, неотъемлемым дополнением к мужскому поясу было холодное оружие – кинжал. Считалось неприличным появляться мужчине на людях без туго затянутого пояса вокруг талии. А снимал же его горец лишь по истечении срока способности служить своей общине в глубокой старости.